Настольные игры, методические материалы и экобук в Сыктывкаре презентовали новые эколого-методические просветительские пособия для детей. Они помогут научить ребят правильному обращению с твердыми коммунальными отходами. Презентация состоялась в рамках первой сессии тренинга «Разработка проектов по переработке промышленных и твердых коммунальных отходов в муниципалитетах республики». Идея учебных настольных игр зародилась именно на одном из таких семинаров. Елена Кононова продолжит. Какие фракции бытовых отходов полезные, что перерабатывается, а что нет? И, конечно же, экологические советы. Над созданием настольных игр по экологическому ликбезу для детей работала целая группа дизайнеров. В их копилке уже порядка 10 видов таких пособий. Их сделали взамен вот таких больших планшетов, которые попросту неудобно возить по школам. Эти же игры поедут во все учебные заведения. Настольную игру создать по экологической теме ничего сложного нету, поскольку это определенные технологические решения, в смысле игровые решения, они уже разработаны в мире. Мы просто их адаптируем под определенную тему. Здесь вот, например, пошаговая игра. То есть пошаговые игры уже на рынке мировом существует очень много. В данном случае нам нужно понять, как эту пошагово разработать вещь. Например, у нас идет пищевые отходы. Что мы вначале делаем? Наверное, сортируем это пищевые отходы. Идея создания таких просветительских пособий появилась во время тренингов, которые проводит Московский центр «Экологически чистое производство». Специалисты обучают предпринимателей, представителей промышленных компаний, как маленьких, так и крупных, как минимизировать выбросы и отходы, а также потребление энергии. Итог каждой сессии – 5-6 проектов. В их числе, к примеру, производство пеллетов. Одна из главных задач программы чистого производства – ликвидация так называемых экологически горячих точек Баренцева региона. Эта работа ведется совместно с норвежцами. Сначала работали по исключению горячей точки КО-7, это образование древесных отходов Республики Коми. В результате были достигнуты, опять же, хорошие успехи. На 2018 год уже более 200 тысяч тонн биотоплива производилось из древесных отходов республики. Соответственно, было сокращено использование угля в котельных. И предприятия получили возможность продавать свои отходы, переработанные в биотопливо, и получать дополнительную прибыль. На очереди ликвидация горячей точки КО-6. Это образование ТКО. 3 тренинга уже провели. В декабре защита новых проектов, которые помогут существенно очистить республику от отравляющих нашу жизнь свалок и еще и заработать на этом. Впрочем, чтобы эти идеи можно было реализовать в полную силу, необходимо выработать у людей привычку сортировать мусор. И если с детьми уже идет плановая работа, то со взрослым населением, которое привыкло все бросать в одну кучу, есть трудности. Но и эта проблема решаема, как доказали некоторые ТСЖ Сыктывкара. ТУЗ «Советская 26», они сейчас выиграли грант главы Республики Коми на создание такой, наверное, самой такой передовой, что ли, площадки, потому что она будет обустроена, во-первых, так, как не обустроена ни одна площадка в республике, во всяком случае, такого примера не знаю. А кроме того, они уже сейчас начали работу с населением вот этого дома, потому чтобы сортировать отходы как минимум на 3 фракции. Это стекло, бумага, пластик. Сам проект планируют реализовать весной следующего года. Тогда можно будет этот пример распространить по всей республике. Впрочем, управляющим компаниям не обязательно ждать, когда кто-то их научит. Им достаточно известить жильцов многоквартирных домов о том, где и какое сырье принимают на переработку. Организаторы тренинга уверены, тогда количество людей, которые радеют за чистую республику, будет больше, а так называемого серого мусора, который сейчас отравляет нашу землю, будет меньше. Елена Кононова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.